В борьбе идей и в сутолоке дней всегда идущему вперед трудней. Октябрь 1964 года. Пленум ЦК КПСС освобождает первого секретаря ЦК КПСС, председателя Совета министров СССР, героя Советского Союза, трижды героя социалистического труда, 70-летнего Никиту Сергеевича Хрущева от занимаемой должности. Недавний лидер страны, архитектор оттепели, обвинен в субъективизме и волюнтаризме. Первым лицом государства становится сравнительно молодой 58-летний Леонид Брежнев. В Коме АССР прокладывать идеологический маршрут эпохи развитого социализма поручено и вовсе юному, по меркам Большого ЦК и тем более Политбюро, 40-летнему Ивану Морозову, недавно избранному вторым секретарем Комиобкома КПСС. Еще через год Иван Павлович почти на четверть века и вовсе станет первым лицом республики. Иван Морозов родился в старинном селе Межадр. Отец его, Павел Иванович, был одним из активнейших коммунистов, а еще инициатором создания и председателем колхоза «Красный партизан». За призывы вступать в колхозы он, по воспоминаниям близких ему людей, был бит до полусмерти зажиточными кулаками, ярыми противниками советской власти. Мать Ивана, Екатерина Николаевна, была малограмотной женщиной, строгих правил и очень чистоплотной. В многодетной семье за стол хлебать щи садилось больше 10 домочадцев. Из 9 детей выжили, правда, всего 4. На селе больниц было мало, а попасть на койку в уездный лазарет было не так-то просто, в силу их постоянной переполненности. Чтобы прокормить семью, жизнь в колхозе была далека от коммунистического рая, отец Вани ходил по деревням и шил тулупы из овчины. От родителей мальчик унаследовал трудолюбие, организаторские способности и лидерские качества. То, что он организатор был хороший, замечали все, и учителя даже с начальных классов. Говорили, что вот очень четко, любил очень командовать, любил всех направлять на какую-то работу, может быть, в играх каких-то был заводелой, вот, в каких-то полезных делах. Даже какие-то такие немножко хулиганские выходки. Тоже он был инициатором. Когда у соседей в бане побили все окна, и он был заводилой, именно из рогатки повыбивали все окна, то есть тут уж досталось по 1 число. Детство Вани было типичным для сельского паренька. Летом он рыбачил, пас коров, ходил в ночное с пацанами. Мокрые от росы луга, река в тумане, томительные запахи летней ночи и небо в звездах, а еще запеченная на угольках картошка и страшные истории про водяных и русалок у догорающего костра. Светлые воспоминания детства остались в его памяти и не раз потом грели душу в трудную минуту. Когда заканчивалось короткое северное лето, Ванечка спешил в школу. В школе-то он учился по среднему, жил он в школе очень далеко. Но я, говорит, пешком почти в школу не ходил. Я ждал машину грузовую и купил коньки специально, палкой. И я, господи, ну это придумать надо. Машина подъезжает, я зацепляю эту штуку, палку-то на машину и на машине до школы. За машиной? Да-да, за машиной, на коньках. А вот это надо тоже придумать. После 7-летки Иван надумал учиться на фельдшера. Видимо, не последнюю роль в выборе такого решения сыграло то, что в их семье многие из детишек не выжили и умерли в младенческом возрасте. После учебы новоиспеченных медиков сразу отправляли на фронт. Шла Великая Отечественная война. Но из-за малого роста Ивана забраковали и направили работать в госпиталь МВД в Абизе. Врачом, заключенным. Вот там они начали работать. Даже, как-то говорит, женщина идет утром
мальчики, вы туда посмотрите, тут одна беременная лежит, но рожать еще не будет. Я успею хлеботы взять и сразу приду. Но, конечно, они там сторожат, боятся, мало ли что случится. Козяги-то нету, ушла, должна вот прийти. Приходит, она уже родила, они уже 2 парня-то и приняли род-то. На призывном пункте при вторичной явке Иван Морозов исхитрился и на ростомере встал на носочки. Его признали годным для службы в армии и сразу отправили на передовую. Он даже домой не успел заехать и попрощаться с матерью. На фронте Иван был санинструктором и комсоргом батальона. Под пули не лез, но и трусом не был. Отличался природной смекалкой. Так, например, при выполнении очередного боевого задания, под прицельным огнем, переползая по капустному полю, прицепил каску на спину и замирал, как качан капусты, когда немцы высвечивали прожекторами обстреливаемую территорию. Предки Морозовых тоже отличались в ратном деле. Многие Морозовы были призваны и на Первую мировую войну, а некоторые из них сложили там голову. В 19 лет Иван Морозов получил медаль за боевые заслуги, а вскоре после тяжелого ранения попал в госпиталь. Пуля дура раздробила локтевой сустав. Очнулся, без сознания был, очнулся, говорит, стоит женщина такая. С пилой? Да, с пилой такая, говорит, напористая. Вот. Он говорит, вы что собираетесь делать? Он говорит, руку ампутировать, потому что кости раздроблены, невозможно ее уже восстановить. Он говорит, вы что, я из леса, я один сын у матери. Ну, в общем, как-то собрали руку. Но вот, чтобы она совсем не высохла, надо было столько сил, столько терпения, чтобы ее разрабатывать. И сестры говорили, когда начинал пилить дрова, вот двуручной пилой, не правую, в левую руку брал. Говорит, пот течет по лицу, видно, что ему так больно, но он левой рукой старается, чтобы вот она как-то могла действовать. Вернувшись с фронта, Иван Павлович никогда не заговаривал о том, чтобы оформить инвалидность, получать какие-то льготы, хотя рука практически была недействующей. Позднее, выступая с высоких трибун, он лишь незаметно прятал больную руку под жакет. О войне вспоминать не любил. Всей правды о ней не скажешь, за это и посадить могли. А бодро рассказывать о том, как славно немцев били, не хотел. Когда после госпиталя, почерневший, с рукой на привязи, он вернулся домой, родные не сразу его признали. Потом, уже как сходил в баню, переоделся в домашнее, оттаял, сестры обрадовались. Ваня вернулся. Но долго отъедаться на домашних харчах не довелось. Надо было искать работу, думать о будущем. Послевоенные годы участие в боях было подчас лучшей рекомендацией. Неповторимый колорит фронтового братства, смелость в суждениях и вместе с тем удивительная скромность. Авторитет фронтовиков был настолько высок, что люди на производстве, не задумываясь, шли на выполнение задания как в бой. Это ли, а может что-то другое, сыграло решающую роль в определении дальнейшей судьбы Ивана Морозова, но его заметили и отправили наводить порядок в северные города республики, где на тот момент, говоря словами поэта, было только и света, что в звездной колючей неправде. От Микуни, даже от Котласа практически, и до Воркуты почти была, ну не то что закрытая зона, но иностранцев не пускали туда. Потому что вдоль железной дороги все были зоны. И их было слишком много. Конечно, они криминогенную обстановку создавали. Один раз у него сняли шапку, пыжиковую шапку с головы. Было дело, нашли. Но он ходил без охраны. 1953 год, когда вот амнистия была. Амнистия, мне пришлось тогда начальником лесопункта быть. Это прямо звеньями тогда приезжали на работу в лесу, вот, чтобы работать, это заключенные. Работали тоже, пьянки были у них, и пили много, и дрались много, и нарушали, как получка, и топоры шли в ход, и все было. Все было. Ну, что поделать. Потому что категория людей такая была, понимаете, запускали в коридоры темно, там и ножи, и топоры ходили, в ход пускали. Иван Павлович предпринимал все возможное, чтобы сократить число колоний в регионах с суровым климатом, и это ему удавалось.
Проявив себя как опытный и мудрый руководитель, ступенька за ступенькой прокладывал он дорогу к главному делу своей жизни – руководству республикой. В октябре 1965 года его избрали первым секретарем обкома КПСС. Ивану Павловичу не довелось получить широкого образования. Этому помешала война. За его спиной были фельдшерские курсы и высшая партийная школа при ЦК КПСС. Но природный ум, понимание важности постоянной работы над собой и знание жизни позволили стать ему высшим должностным лицом в республике. На его карьерный рост не повлияло даже то, что во время денежной реформы 1947 года, когда, пытаясь спасти свою наличность, люди бросились скупать мебель, музыкальные инструменты, золото и драгоценности. Отец Морозова находился под следствием. Более того, сам Павел Иванович был какое-то время предметом обсуждения, как лицо, порочащее образ советского человека. У него росла на стороне дочь. Но то ли сам факт, что сам он этого никогда не скрывал и не делал из этого тайны, то ли его деловые качества, которые брали верх над досужими домыслами и сплетнями. Но случай, редкий для той эпохи, сугубо личное, не стало камнем преткновения для его продвижения по служебной лестнице. Как любой живой человек, он любил и страдал, и линия его судьбы не всегда была ровной. Постепенно семейная жизнь, которая едва не дала трещину, вошла в привычное и размеренное русло. Отказ от революционных преобразований и созидательный труд на общее благо – этот принцип Иван Павлович ставил во главу угла не только в личной жизни, но и в работе. Для человека, прошедшего через ужасы войны, стремление строить, а не разрушать, вполне закономерно. Не поэтому ли в период правления Морозова республика достигла пика своего развития и стала промышленно развитым регионом? Время, когда руководил республикой Иван Павлович Морозов, это очень приличный срок, 22 года все же. Так, было временем для республики развития, причем громадного развития. И больше никакие периоды времени, наверное, с этим не сравнятся. Какой может быть застой, если по республике Коми промышленное производство выросло за эти 22 года в 7 раз, добыча нефти в 11 раз, газа почти в 2 раза, угля в 1,7 раза. Были построены такие гиганты, как Кавказский лесопромышленный комплекс, который и сейчас является гигантом. Шахта Варгашорская, по тому времени крупнейшая в Европе, с великолепными качественными углями. Ну и самое, с моей точки зрения, для жителей республики, особенно для районов, это то, что Иван Павлович лично, подчеркиваю, лично контролировал строительство автодорог по республике. Это время было боевое, строилась республика, поднималась. Было построено 15 животноводческих ферм за эти мои годы. Скот был выведен весь из разрушенных помещений. Возросло поголовье скота. Мы в одном только районе 987 гектар картофеля садили, 40 гектар овощей, сдавали мясо, молоко. А сейчас в республике-то нету такого объема выращивания картофеля. Ну что сделаешь? Такова жизнь. Все говорили, что это годы были застои. Никогда застоя не было. Жилье строилось. Иван Павлович ставил задачу довести объемы строительства в республике до 700 тысяч квадратных метров в год. И к этому были все предпосылки. И сейчас много критики, что вот хрущевы, там панельные дома и все прочее. Но я глубоко убежден и уверен, что если сегодня человеку, который живет в ветхом аварийном жилье с печным отоплением, с удобствами на улице, если сказать, вот бери, мы тебе даем квартиру в панельном доме, со всеми удобствами, будем так говорить, что человек скажет? Согласится, наверное. Скажет спасибо, потому что далеко не у всех есть возможность купить сегодня жилье. Театр оперы и балета. Это его детище. Это тоже немаловажно. Он хотел, чтобы людям было комфортно жить, соответственно, чтобы они остались непосредственно здесь, на своей земле, и здесь они нужны, они уезжали куда-то. Почему он и очень настаивал на открытии Сыктывкарского университета.
У нас ведь больше миллионов. В те годы население Коми СССР было 1 миллион и чуть больше численность. А сейчас мы ведь все идем на спад. У нас все меньше и меньше, потому что уезжают люди из республики в поисках работы. Хотя говорят, что это были годы застоя. Но вот то, что застоялось тогда, так оно и стоит. Иван Павлович, отличаясь удивительной житейской мудростью и крестьянской хваткой, всегда правильно мог оценить последствия любого крупного проекта. При этом не имели значения титулы и звания его разработчиков. Он всегда исходил из интересов населения республики. Так, по мнению его соратников, он с сарказмом относился к проекту сброса Печорских вод в Волгу и требовал подсчета убытков, которые будут причинены природе, а следовательно и населению. Другой пример. В Москве обсуждался проект строительства атомной электростанции на Европейском севере. И к тому времени уже велись изыскательные работы в Удорском районе на границе с Архангельской областью. Иван Павлович запретил даже об этом думать. Он официально заявил, что атомные электростанции должны строиться в регионах, где нет иных энергетических ресурсов. Если обобщить стиль руководства Морозова, то можно сказать, что он не носил авторитарный характер. Иван Павлович всегда советовался с коллегами и в беседах позволял собеседнику чувствовать себя личностью. При нем стало традицией вместе с целой командой специалистов выезжать в районы не на день и не на два. На местах они встречались с людьми, вникали в их нужды и решали проблемы на деле, а не на словах. К чему был нетерпим Морозов, так это к разгильдяйству. Случай такой был. Вызывает к себе утром. Значит, говорит, собираю бюро горкома, исключайте из партии и снимайте с работы министра коммунального хозяйства. Я говорю, Иван Павлович, за что? Что такое? Ну, потом номенклатура обкома. Он говорит, в лесозаводе еду, колодец открытый, а если ребенок упадет туда или вообще человек упадет, то что это за разгильдяйство такое? При всей требовательности к работе и жесткости морозовский стиль отличали все же теплота и доверительность во взаимоотношениях с людьми, будь то сам премьер-министр СССР или простая доярка. Кабинет его был открыт для посетителей, и не всегда они заходили к нему с добрыми намерениями. Но он умел гасить агрессию и делать так, чтобы люди выходили от него с улыбкой на лице. Он мог по-человечески так расположить к себе человека, что я мог на долгие годы помнить. Я вот вдруг раз вхожу к нему в кабинет, а он сидит во фланелевой рубашке и похлопывает себя, и говорит, сегодня, Михаил, что-то я чувствую себя неважно. А представляете, а для меня то он был как икона. Он жалел очень шахтеров и жалел лесников. Поехал в Ишкулом, совещание 2 часа назначили. Они приехали до сих пор в воде. Я, говорит, им сказал, идите домой, у кого баня есть баню, на 2 часа отложим, а у кого бани нету, 2 стопки водки. И придете на совещание. Он странный был, вот, конечно, жалел людей. Иван Павлович прошел суровую школу жизни, и он хорошо понимал, что успех дела во многом обеспечивает не только четкое и бесперебойное функционирование партийно-государственной машины, но и здоровье, и личное благополучие каждого человека. Он сам старался поддерживать себя в хорошей физической форме, любил лыжные прогулки, спиртного не употреблял и от своих коллег требовал того же. Те люди, которые работали, в аппарате обкома, горкома партии, обязаны были ходить на зарядку. В 6 часов утра, в парке собирались здесь недалеко и ходили, делали упражнения. И если человек пропустил зарядку, Иван Павлович устраивал допрос с пристрастием. Почему не был на зарядке? Или людей, которые не следят за своим здоровьем, на партийной работе не должно быть. Он так считал. А позже уже Иван Павлович Морозов написал вот эту вот раскорячку. Нарисовал шаржики и стихотворение к своим коллегам и друзьям. Раскорячке много лет, ничего чудесней нет. И надеемся, что с ней встретим 100-й юбилей.
Вперед! Победе коммунизма! Будучи первым секретарем, Морозов вошел в политическую элиту СССР, которая вершила судьбу великой державы. Несмотря на это, до конца своих дней он оставался скромным человеком. В свое время в СССР партийной и государственной иерархии была негласная традиция – выдающийся деятель и видный деятель. Ошибиться, кто есть кто, было нельзя. Морозов не признавал этих определений. Он считал, что возвеличивать себя не надо. Парадность, чинопочитание и бюрократизм вызывали у него протест и возмущение. Почти за четверть века своего губернаторства он не нажил ни недвижимости за границей, ни роскошных лимузинов. У него была скромно обставленная квартира и казенная дача. Не признавал он и злоупотребления служебным положением, кумовства и семейственности, и даже ближайшим родственникам отказывал в получении квартиры вне очереди. Все на общем основании. С приходом Горбачева стиль и дух партийного руководства в стране сильно поменялись. Товарищи делегаты, уважаемые гости, 27-й съезд КПСС собрался на крутом переломе в жизни страны, современного мира в целом. В своем докладе 27-му съезду КПСС Михаил Сергеевич сказал, что в жизни общества начались застойные явления и нужны реформы. Да, конечно, недостатки в работе партийного руководства были. Они есть везде, при любом строе, потому что ошибок не совершают только те, кто ничего не делает. Об этом Иван Павлович писал в своих дневниковых записях еще задолго до перестройки. Что растет быстрее? Производство продукции или численность аппарата? Задавался он вопросом. Отвечал на него так. Сокращение аппарата – дело сложное. Канцеляристы, люди, не умеющие работать, но превосходно умеющие этому учить других, связаны между собой крепкими узами. Освободишь его с одного места, а завтра он сидит в другом теплом местечке. Это равносильно разгонять голубей и грачей. Разгонишь с одного дерева, а они перелетят на другое в том же количестве, а то и соберутся побольше. Здесь нужна железная рука против мохнатой и длинной руки. Тогда пошла тенденция смены кадров. Сверху поступила команда, что нужно убрать тех секретарей обкома, которые, это горбачевская политика была, которые очень долго сидят, засиделись, их надо менять на более молодых. А Морозову было тогда, не было еще и 60. Возрастной барьер стал для Морозова поводом для подачи в отставку. Он не стал ждать, пока его снимут. Написал заявление об освобождении от должности первым. Перед тем, как уходить, пришел в обком, принес 2 увесистые папки и попросил их уничтожить. Там находилась масса непроверенной информации на всех руководителей, в том числе многочисленные кляузы и доносы. Если бы Морозов оставил эти документы, то еще неизвестно, как распорядились бы потом ими другие. Возможно, использовали бы компрометирующие бумаги для подкупа чиновников или шантажа. Но Москва не торопилась удовлетворить просьбу Морозова об отставке, поскольку в Первопрестольной понимали, что без него в начавшейся перестроечной смуте трудно будет обеспечить стабильность в республике, а найти ему равноценную замену было трудно. Это стало возможным в конце марта 1987 года. Очередной пленум обкома удовлетворил просьбу Ивана Павловича. На этом пленуме, скорее всего, это, с моей точки зрения, была такая установка, дана сверху, чтобы просто так освободить, вроде не поймут люди-то. Критика, чтобы была на него, что вот он то-то, то-то, то-то сделал не так. Я был на этом пленуме. Я хотел выступить в его защиту, но Мельников не дал мне выступления. Критиковали ни за что. Вот такие слова были, как, например, Курских сказал. Надо Морозовщину разморозить. А что это такое? Я помню, как Иван Павлович ему добивался героя социалистического труда, когда он работал в Воркуте. А он тоже критиковал. Халуйство было полное. И некоторые близкие, даже его знакомые, друзья, как он раньше говорил, считал их, выступили с критикой его работы. И его сняли и поставили
избрали Мельникова. Он, конечно, жутко переживал, когда этот пленум был. На следующий день после пленума Иван Павлович с родными поехал на казенную обкомовскую дачу. Государственные заботы, многолетнее нервное и умственное напряжение – все осталось позади. Морозов, выйдя на пенсию, собирался написать книгу своих воспоминаний, заниматься внуками, радоваться жизни. Но не получилось. В тот день ему внезапно стало плохо. Скорая приехала через 40 минут. Спасти его не удалось. Не выдержало сердце. Эта весть всколыхнула тогда всех. В печати появился некролог, подписанный руководством СССР и Коми АССР. Прощаться с покойным пришли десятки тысяч сыктывкарцев. Венки, море цветов и боевой салют на кладбище стали завершающим аккордом его жизни. Он до боли в сердце любил эту землю. Тем острее была разлука, уход в вечность. Однажды в его исполнении известный коми-писатель Геннадий Юшков слушал народные песни. Иван Павлович запел «На высоком берегу», но Юшков подхватить не смог, так как не знал слов, за что тот пожурил его. «Вот тена, поэт, а не помнишь стихи Павла Шиболкина?» Пришлось согласиться, что с коми-песней Иван Павлович в ладу. А он так жил, в ладу с самим собой и людьми. И это в нем было непоказное. Kerka berdedis, jola erdedis, jolga vizita içetik şor, pulam şugamis, tavlanugamis, atka kerka kıla kajkor. Рытыны волывлась, шарыжалыла, визив шардары тамичаны, нарашивлывла, ылачкивлывла, самне ванюши сие соскы. Баштисни, Ваня с баштисни, госолдата служит никакво. Оламылам нас, горашилам нас, томни паляды сашис яншо, быдвай вытала, часто пала, дереванюши бърсе звук. Арша пара, джиджит гараын, ачиты до тишине лямор. Аджи санюшис, локте ванюшис, локте томным линем кежлас йор.